2019 год для отрасли культуры ознаменован важными общественно значимыми культурными мероприятиями, проведенными под эгидой Года театра, Года консолидации, Года добрососедства. Ежегодно для решения общих проблем и подведения итогов проводится совещание работников культуры. Тема прошлого года – сфера культуры, сегмент развития креативной городской среды. По итогам совещания были поставлены задачи, являющиеся приоритетными во всех направлениях работы Агентства культуры и художественного образования. В 2019 году активно велась работа по нормотворческой деятельности. Разработан ряд важных проектов, постановлений, распоряжений, подписан новый коллективный договор. Для жителей Якутска было проведено 206 мероприятий, самые масштабные из которых уже стали культурным брендом столицы и снискали любовь горожан. Проводы зимы, праздник весны и труда, День Победы, Исеах Туймады, День города, Строганина, конкурсы «Бриллианты Якутии», «Поющая Туймада», «Бэби-шлягер». Всеми почитаемый праздник День Победы горожане в 2019 году отмечали с 6 по 9 мая. В торжествах приняло участие более 90 тысяч якутян. На городских площадях проведено 25 культурных программ. В традиционном «Вальсе Победы» одновременно приняли участие 74 пары. Только один Исеах Туймады в 2019 году посетило 205 тысяч якутян и гостей. На Исеахе проведено 119 культурных программ, в которых приняли участие 150 творческих коллективов города и улусов республики, 6 тысяч участников художественной самодеятельности. Впервые в Якутске во главе с Сарданой Владимировной Авксентьевой по центральным улицам города прошел парад северных всадников. Более 62 тысяч горожан вышли на улицы в честь Дня города. Впервые на площади Орджоникидзе проведена народная акция «Зона объединения», где якутские художники вместе с горожанами написали картину по мотивам художника-живописца Афанасия Собакина «Танец стерхов». В командном квесте «Прошагай город» в рамках акции моногородов приняло участие 387 человек, сплотившихся в 10 команд. Всего в этот день проведено 5 различных квест-игр. В городе впервые организован проект под названием «Живой проспект». По проспекту Ленина работали интерактивные площадки с участием художников, певцов, музыкантов. В день праздника на улицах и площадях столицы проведены 62 культурные программы. Всероссийский фестиваль «Зима начинается с Якутии» в 8-й раз проходил в Якутске. Мероприятия стартовали 25 ноября и завершились 1 декабря. Наряду с традиционными мероприятиями в программу вошли новые проекты: конкурс на официальную песню фестиваля, экстремальный марафон «Ниже нуля», выставка работ участников фотомарафона на теплых остановках. Победителем конкурса на создание официальной песни фестиваля «Зима начинается с Якутии» признана песня ученика 4 класса школы номер 36 «Надежда» Александра Голокова. С 25 по 30 ноября в 202-м микрорайоне в ледовом городке Северное Сияние прошел международный конкурс ледовых и снежных скульптур «Бриллианты Якутии». В конкурсе приняли участие 25 команд из Канады, Республики Беларусь, Монголии, Китая, Хабаровска, Красноярска, Украины, а также из улусов республики и команды из города Якутска. В рамках международного конкурса ледовых и снежных скульптур «Бриллианты Якутии» состоялся блиц-турнир на площади Орджоникидзе на тему «Новогодние чудеса». 1 декабря на площади Орджоникидзе состоялось зажжение новогодней елки, ярким событием которого является передача символа холода Всероссийскому Деду Морозу. В Центральном парке культуры и отдыха состоялась встреча Деда Мороза, якутской зимы, Чисхана и передача Кубка эстафеты «Новогодняя столица России». Кубок приняла начальник управления культуры города Рязани Евгения Сергеевна Власова. Самым масштабным проектом фестиваля «Зима начинается с Якутии» является праздник Строганина-2019, который прошел 1 декабря на арене Центра спортивной подготовки «Триумф». В
празднике Строганина 2019 приняли участие 20 команд из городских и пригородных округов столицы. Обладателями гран-при стала команда Октябрьского округа Бережнов Андрей Семенович, Павлова Светлана Николаевна. 24 декабря 2019 года во Дворце детского творчества имени Фаины Иннокентьевны Авдеевой прошло завершающее 2019 год мероприятие «Елка главы городского округа город Якутск». В празднике для старшеклассников, проявивших себя в учебе и творчестве, участвовало более 500 человек. В настоящее время в Агентстве культуры и художественного образования продолжается активная работа по подготовке к новым мероприятиям.